Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чем удивит вас судьба? От каких таких событий у вас перехватит дыхание? Давайте посмотрим. Загадайте, пожалуйста, на себя. И пусть нужное и важное вам откроется. Ого, ну надо же! Буквально в ближайшие несколько дней, вот как, знаете, неделя, где-то в течение недели, там 7-10 дней, вы получите невероятно мощное предложение. У вас даже, знаете, как коленки затрясутся, и легкий тремор на руках появится. Почему? Потому что вы об этом даже не думали, вы о таком даже и не мечтали. Вас как будто бы, знаете, каким-то огромным букетом сверху по голове ударят. Для вас настолько это будет потрясение, настолько шок, что вы даже растеряетесь в моменте и даже, возможно, подумаете, что речь о ком-то другом, что, возможно, человек все перепутал, и предложение не вам адресуется, а кому-то другому. Знаете, даже вот как-то шаги назад делать, как чуть-чуть пятитесь назад, думаете: Господи, а как такое могло случиться? Неужели мне предлагают? Да я же и не мечтала, я же даже не смела надеяться. Вот, предложение вам будет делать либо мужчина, либо, скорее всего, мужчина, либо очень высокая, рослая, сильная женщина с таким прям сильным волевым характером. Но я больше склоняюсь, что это будет мужчина. Ой, тут вы прям не только дыхание потеряете, перехватит дыхание, вы еще и на несколько суток потеряете покой и сон. Вы постоянно будете об этом думать, вы постоянно будете это все прокручивать. Вот эта иллюзия, что это сон, что это вот ошибка какая-то, что не могли же меня выбрать. Кто я, кто они, либо кто этот мужчина. Как такое вообще могло произойти? Может, это развод, может, это мошенничество, какие-то мысли будут у вас в голове, но максимально странные, как эти пчелы будут роиться у вас в голове. А люди, которые рядом, которые будут в курсе ваших событий, прям открыто вам будут говорить, что вы счастливая, что они вам завидуют, что как так, за что тебе, почему не нам, вот прям в наглую будут это все говорить. Слушайте, здорово, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже. Мужчины, просто переворачивайте на себя. Вам тоже предложение будет делать мужчина, либо очень высокая, рослая, сильным мужским характером женщина. И у вас будет точно такая же реакция, как и у женщин. Если справедливо и к тем, и к другим. Тут разницы нет. И я вам еще такую вещь скажу, что этот букет, это предложение в моменте, когда вы его принимаете, уже разворачивает вашу жизнь в другую сторону, к лучшей жизни, к лучшим возможностям. Как-то, знаете, как крылья начинают расти. Медленно, но уверенно начинают расти крылья за спиной. А с крыльями человек не только может ходить и бегать, прыгать, но и летать. Понимаете? Летать. Там, где ножками нужно топать, можно перелететь, когда крылья есть. Это какой-то особый статус, особые условия, особые полномочия, возможности. Это то, чего в вашей жизни не было никогда, и то, о чем вы даже не смели мечтать. Не знаю, почему вы об этом не мечтали. Может, это уже как-то слишком для вас за гранью было. Но вы как раз такое предложение получите. Что-то происходит сейчас в мире, в небе, на планете. Не знаю, меняются полюса, что-то тут, какие-то энергии, такие залетают интересные, которых раньше отродясь не было. А может, это сильнейшие циклы жизненной энергии, которые сменяют друг друга. Вообще, это очень интересная тема про циклы. Я почему об этом
остановилась, решила поговорить, потому что это же не первое гадание, где я это вижу. Да, когда вот такие изменения происходят. И не только на песке я это вижу. Я вижу это и в кофе, вижу это и в воске. Что-то серьезно меняется, что-то происходит. И оно такое сильное, оно не на всех влияет, либо не на всех одинаково влияет. Вы в числе тех, на кого это положительно влияет. Вот эти новые волшебные энергии, либо, не знаю, какие-то они особенные, эти энергии. Они не обычные в нашем понимании, в нашем ощущении. Даже не знаю, с чем их сравнить. Я их ощущаю, но как-то назвать или обозвать их я не могу. Мне не хватает, наверное, запаса слов, либо это какие-то специфические должны быть слова. Я их не знаю просто. Я вам говорю, принимайте. Принимайте и вообще даже не думайте. Ваша основная задача — это сказать «да». Все, да, забирайте этот букет, и будь что будет, вы точно не пожалеете. Не пожалеете. Наоборот, в этот момент, когда вы принимаете этот букет, когда вы говорите свое «да», ваша жизнь прямо в моменте начинает разворачиваться с какого-то каменистого темного пути в сторону там, прекрасной широкой солнечной аллеи. Понимаете, насколько это все отличается друг от друга? Вот прям как по голове ударят. Ну, скорее всего, по голове ударят, потому что вы не ждете. Для вас это такой вот... Есть удар в плохом смысле слова, а есть удар в хорошем смысле слова. Ну, а тема называется, да, «Перехватит дыхание», «Удивит судьба». Так что, мои хорошие, да, именно так и будет. И еще, когда это все случится, как я вам сказала, да, люди начнут не скрывать, но говорить. И прям проследите это, да, отметьте себе, кто что говорил, кто как реагировал. Возможно, действительно, именно эта ситуация позволит выявить гнилых людей, пропавших людей, людей токсичных, людей вредоносных и опасных для вас, для вашего окружения. Вот они как раз не смогут молчать. Там никто не сможет молчать, там все обзавидуются. Но кто-то будет завидовать по-хорошему и говорить: ой, какая ты счастливая, я бы тоже хотела, но меня не выбрали. А кто-то будет говорить: почему тебе, а не мне, да, за что тебе это, да? Как ты так умудрилась, ухитрилась, да? Вот такое будут говорить, плохое будут говорить. Я даже не хочу это говорить. Вот просто нужно наблюдать и запоминать. Надо запоминать. Дальше, мои хорошие. Вот здесь показывают очень какую-то странную рыбалку. Вроде как бы и рыбалка, но и не рыбалка. Удочки стоят, но рыба сама выпрыгивает. Видите, одна удочка, вторая удочка. Не знаю, видно вам или нет. Хочу поближе, чтобы вы просто увидели эту красоту. Смотрите, какая крупная рыба. Вот ее хвостик, и вот сама рыба. Вот еще одна рыба. Вот еще одна рыба. Там вообще какой-то морской гад. Вкусный, да, ценный. То есть, ну да, такую рыбу ты не поймаешь на удочку, потому что удочка просто хрякнется, и все, и до свидания. А рыба сама такая выходит и запрыгивает к вам там в лодку, либо куда-нибудь там в кузовок, либо в ведро. Ну, во что вы там эту рыбу будете складывать? В руки прыгает, говорит: все, я ваша навеки. Заберите меня домой, пожалуйста. Рыба, да, сама плавает. Вот старые методы работы, заработка, либо все то, что вы знали по поводу заработка, оно не работает. Оно не будет приносить вам рыбу. Оно, ну, как бы, может быть, в прошлом и работало, да, вы каких-то мелких там рыбешек вытаскивали. Но рыба, которая идет к вам сейчас, либо пойдет к вам сейчас, ее нельзя поймать удочкой. Ну, нет такой удочки, чтобы поймать такую огромную рыбу. Это все равно, что, я не знаю, там с удочкой ловить кита. Смешно, да? Даже вот звучит смешно. Вот и у вас приблизительно такая картинка. Рыба у вас идет слева направо. Левая сторона – это сторона тумана, сторона самого неожиданного, непредсказуемого, невероятного. Что это за деньги, что это за работа такая, что это за доход такой, я не могу даже предположить. Ну, потому что левая сторона – это может быть что угодно, абсолютно что угодно. Вот рыба пойдет оттуда.
Да, будет и средненькая рыба, но все-таки она крупнее, чем на удочку ловят. Ну и будет еще этот рыбий великан. Вот, и оно все плывет к вам, само в руки просится. Может быть, это какие-то новые деньги, новые заработки, новые технологии в заработках, подходы к заработкам, получение доходов, что угодно. Это может быть что угодно. Но удочки больше не работают. Все, что вы знали, оно уже как бы не работает. Ну, либо оно уже вам не подходит, вы вышли из этого формата, да, хватит перебиваться там с копейки на копейку, да, зарабатывай прилично, говорит судьба, а я тебе в этом помогу, пожалуйста. Давай, встречай рыбешку. Так, идем дальше. Здесь у вас какой-то, не знаю, динозавр, что ли. Годзилла, скорее всего, на задних лапах, чем-то похоже на этого тираннозавра. Ну, возможно, и Годзилла. Кто-то уходит, видите, уходит динозавр. Тот, кто очень долго был в вашей жизни, ну, кто-то опасный, страшный, пугающий вас, либо делающий вашу жизнь опасной, неприятной, мучительной, тревожной. Ну, как бы ничего хорошего, да? Когда был этот человек рядом, ничего хорошего не происходило. Происходило только лишь плохое. Вы нервничали, вы страдали, вы переживали, вы в обидах жили. Вы, ну, как мальчик либо девочка для битья были, да? Ну, условно, скажем так. Видите, уходит этот динозавр, причем с собой он что-то уносит. Что-то уносит. Что-то, что похоже на какие-то, не знаю, проблемы, беды. Что-то, что могло случиться, но не случится, потому что этот динозавр уходит и на себе это уносит. Да, вот беду. Вот почему-то мне идет слово беда. Беду с собой уносит. Почему уходит? Ну, только лишь Всевышний знает. Здесь это не показано. Но показано, что уходит. Куда уходит? В левую сторону, глубоко в левую сторону. В неизвестность уходит, да? В неизвестность. Может быть, и не сам уходит, может, я не знаю, какие-то силы заберут, утянут. Не обязательно высшие, либо темные. Это могут быть и там, силовые структуры, например, правоохранительные органы, не знаю, мафия, да, бандиты, в конце-то концов. Но кто-то утянет, да, этого динозавра. И вместе с этим динозавром уйдут беды, которые не случатся. Ну, либо они все достанутся этому динозавру. Для вас это время очищения, освобождения, новой жизни, новых, как сказать, чистый воздух, да, новые возможности. Не надо прятаться, не нужно закрываться, не нужно бороться, не нужно защищаться, не нужно готовиться к тому, что в любой момент, да, рандомный момент на тебя могут напасть. Да, покусать очень сильно, либо от тебя кусок могут оторвать, понимаете, либо проглотить тебя целиком. То есть вам еще, наверное, придется привыкать к этой новой жизни, в которой нет угрозы, нет опасности, где не нужно ходить перебежками, либо ходить и оглядываться. Вот здесь про это говорят. Может быть, даже это и не человек. Вот, кстати, да, может, это и не человек. Может быть, это какие-то условия, либо правила жизни, в которых вам пришлось от безнадёги просто приспособиться, адаптироваться к ним. Может, вы, не знаю, жили где-то в криминальном районе, и там просто банально было страшно выйти за порог дома. И даже дома было страшно находиться, потому что непонятно, что в окно влетит, либо кто войдет в ваш дом, там просто вынесут и двери хозяина, понимаете, такое могло быть. Возможно, это что-то связанное с политикой, возможно, это что-то связанное с деньгами, опять же таки, да, давление этих кредиторов, коллекторов, да что угодно, в принципе, динозаврам могут показать все на свете. Поэтому главное, что он был крупный, очень большой, и он уходит и беды на себе уносит. Все, уходит влево, все. Не увидите, не узнаете и в скорости забудете. Все, и вспоминать не будете. Вот как-то так не идет. Ну и слава Богу, да. Пусть идет. Лишь бы от вас отстал. Дальше, с правой стороны. Дух перехватит от признания. Здесь либо вас кто-то признает,
как, знаете, признают, оценят, увидят, рассмотрят. Либо некий человек вам в чем-то признается. Секрет, тайна, какие-то криминальные действия, какие-то нежелательные действия, вредоносные действия. Тут не то чтобы дыхание перехватит, тут, скорее всего, челюсть отвиснет, да, потому что настолько это, так сказать, за живое берет, что даже может физическую какую-то боль почувствовать, хотя вас там никто не трогает, не бьет, да, вот настолько правда режет, настолько правда ранит, допустим, да, если кто-то признается. Либо если вас признают, допустим, на работе вас признали, да, ну, раз рыбы такие плавают, возможно, и на работе вас признают. Вот знаете, сердце стучит, аж заходится. Даже вот физически его ощущаете, оно прям грудную клетку прям бьет, и вы эту боль ощущаете. А может быть, это как-то связано с вашей профессиональной реализацией, раз такие рыбы плавают, да, может, вы, не знаю, там буквально на коленке дома, на кухне бизнес раскрутите супер успешный, либо, возможно, вы, ну, не знаю, мечтаете стать блогером, да, сейчас все хотят быть блогерами. Кстати, эти люди, они очень хорошо зарабатывают на самом деле, да, особенно вот такие известные медийные личности. Вот. Возможно, вы в один прекрасный день проснетесь, а у вас там уже все случилось. Да? Алгоритмы вас выбрали, либо там в ранжирование попали ваши работы, ваше творчество, и все. Как бы, пожалуйста. И ну, даже какую-то, как мне идет, физическую боль испытаете, хотя никаких предпосылок к этой боли нет, кроме того, что вот признание произошло. Как-то так показали. Конечно, вам сложно будет с этим совладать. Нужно будет время на то, чтобы к этому привыкнуть, либо успокоиться, либо осмыслить то признание, которое для вас было сделано. Ну да, если человек признается в своих каких-то грехах, либо проступках, поступках. И на самом деле это и неплохо, да? На самом деле неплохо. Даже если это будет горькая правда, но она, поверьте, гораздо в 100 раз лучше, в 1000 раз лучше, чем сладкая ложь. Либо чем сладкое вот это невидение, забытие, да, когда человек там не видит, не знает, и ему никто ничего не говорит. Может, вы там себя в чем-то винили, либо считали, что с вами что-то не так, а окажется, что против вас действовали, либо там вообще какая-то подстава случилась, да, например. Ну, а если это успех там на работе, признание на работе, в определенных кругах, признание там в профессиональных кругах, ой, ну, к хорошему, в принципе, быстро привыкаешь. Я не думаю, что у вас будут эти проблемы. Наоборот, возможно, другие проблемы возникнут, другого характера, да, как это все удержать, как это все не потерять. Ну, раз пришло, значит, ваше. Значит, ваше. Если, конечно, вы откажетесь, тогда вы потеряете. А если вы ни от чего не откажетесь, будете продолжать то, что делали, то ваше при вас останется, и ничего не случится плохого. Это вы тоже должны понимать. Угу. Неплохо, очень даже неплохо. Так, еще. У вас перехватит дыхание от встречи, которая случится по судьбе. Даже не просто встреча, это, скорее всего, будет знакомство, новое знакомство. И от того человека, кто с вами знакомится, вот от него у вас перехватит дыхание. Допустим, человек очень красивый, и от красоты перехватило дыхание. Либо человек какой-то очень серьезный, знаковый, значимый, какой-то, вот, не знаю, селебрити, небожитель, не знаю, известный актер, либо известный бизнесмен, либо какой-то крутой деятель, да, и у вас от этого перехватит дыхание. Ну, немножко, конечно, будет не по себе. Некая робость может пойти, скажете: ой, кто он там, кто я, либо кто она, кто я. Немножко, да, как не в своей тарелке. Но с другой стороны, я вижу, что человек пожимает вам руку. А это очень хороший знак. Знак того, что вы 100% найдете общий язык. Знак того, что вы очень удачно договоритесь. И знак того, что ваши отношения будут поддерживаться. Да? Это не просто встреча, встретились и разошлись. Нет, здесь однозначно будет продолжение. Если это встреча романтического характера, да, вот увидели красивую женщину, она к вам подошла знакомиться, и у мужчины там и инфаркт, и дыхание, да, дыхалка сбилась,
дух захватило, перекрутило. Значит, эта женщина заинтересована, значит, вы ей очень нравитесь, значит, она хотела бы вас узнать лучше и будет стараться и себя раскрыть лучше. И то же самое справедливо к девушкам, да, если очень красивый мужчина к вам подходит, начинает с вами знакомиться. И может он вообще какой-то популярный, да, там актер, либо блогер, либо какой-то там деятель, да, шоумен. И девочки, это же не просто так. Он мог подойти к кому угодно, но он выбрал именно вас, потому что именно вы его заинтересовали. Да, это все с намеком на то, что точно будет продолжение. Человек не просто подошел там пожать вам руку, а человек интересуется вами, хочет узнать вас больше, лучше, глубже. Вот оно что. Ну и также, если это какой-то вот профессиональный, тоже может быть интерес, да, может это человек, он владелец крупного бизнеса, может он ищет сотрудника с вашей квалификацией, с вашими знаниями, с вашими талантами, с вашими умениями. И вот вышел на вас, подходит сам, представляется, знакомится, заинтересован в сотрудничестве, да, потому что вообще деньги хочет вложить в ваше мастерство, стать вашим, не знаю, там, компаньоном, либо спонсором вашим. То есть и такое может быть. Там у всех, кстати, дыхание перехватит, кто будет в этот момент рядом. И неважно, это ваши знакомые люди, либо незнакомые люди. Ну, понятно, что если это красивый мужчина, либо красивая женщина, то у тех, кто рядом, челюсть отвиснет, потому что таких красивых тоже не видели. А уж тем более не видели, что такие красивые подходят сами знакомиться на улице, там, либо где-то там в общественном месте. Если это какой-то известный человек, ну, понятно, перехватит дыхание, потому что этот человек, видно, такая персона, достаточно закрытая, держится в стороне, да, к себе там людей особо не подпускает. Вот, а к вам лично подошел. Да, все будут интересоваться, кто вы такой, кто вы такая, почему к вам такие люди подходят для того, чтобы с вами познакомиться. Тут еще и это сыграет роль. Ну, интересно, конечно. Какая-то вот звезда всходит, мне идет. Звезда, причем звезда всходит у вас как-то со спины, с затылка, над макушкой. Может, это ваша путеводная, может, это ваша счастливая звезда. Может, действительно вот что-то в космосе происходит, либо будет происходить, и некая звезда взойдет, и эта звезда — звезда вашего счастья, да, либо вашей удачи. И поэтому все сложится именно так, но никак по-другому. Может, вы даже об этом никогда не узнаете, а может, и узнаете, может, поинтересуетесь, там, зайдете на странички астрологов, сверитесь, что конкретно в этот день происходит, либо в эти сутки что происходит, что за звезда-то такая, и откуда это везение, откуда это удача. Ну, это, кстати, интересно, да, это интересно, это важно и нужно знать. Так, еще, что готовит вам судьба? Ну, тут некое выяснение отношений. Я бы даже сказала, отбиться от кого-то. Границы, очертить границы, либо установить границы. Кто-то постоянно нарушал ваши границы, либо, знаете, у вас как будто бы своей территории не было. По вашей территории все как слоны ходили туда-сюда, и никто вообще не считался. Абсолютное какое-то отношение такое, знаете, вот наотмашь, да, будете с кем-то выяснять отношения. И причем, я так понимаю, что вы не конфликтный человек, вам это не свойственно, да, идти и выяснять отношения, либо начинать выяснять отношения. А тут вы сами себя не узнаете, как будто бы вас какая-то дерзкая муха укусила. И прям как жар почувствуете изнутри. Вот, и начнете говорить такие вещи, которые бы в жизни никогда никому не сказали. И вы знаете, это, конечно, произведет эффект такой, что люди прям аж присядут немножко, да, от неожиданности, от слов этих, от значения этих слов, от того, что именно вы их говорите, да, человек, который терпел, молчал, буквально вот смирился. Ну и да, границы будут выстроены. Благодаря этим новым границам вы как-то спокойнее будете себя чувствовать, как-то, что ли, фривольнее будете себя чувствовать, более как-то
защищеннее, наверное, будете себя чувствовать. Но вы такое скажете, либо такое людям расскажете, что ни у кого не будет желания с вами спорить, а уж тем более пересекать ваши границы. Что это будет? Там отборный мат, либо что-то другое, я не знаю. Вы потом сами это узнаете. Но вы долго терпели. И как-то, знаете, вот больше мне идет, что смирились с текущим положением вещей. Как-то себя, наверное, уговорили, что так сложилось исторически, значит, так и будет. А что мне делать? Ну, терпеть, наверное, да, голову не поднимать. А тут вот прям жар изнутри, и вы вот прям говорите, как будто бы это не вы говорите, как будто бы кто-то изнутри говорит вашим голосом. Но зато очень эффектно все это будет. Вы сами потом растеряетесь и скажете, как такое могло произойти. Это не мои слова. Я вообще так ругаться не умею, да, либо я не умею так спорить, я не умею так на место ставить. Но это случится. Скорее всего, возможно, это как-то связано с вашей семьей, с родственниками, с соседями, может быть, да. У кого-то и на работе, может быть, с коллегами наглыми связано. Может, это связано, не знаю, там, с конкурентами всякими, соперниками, соперницами, либо кто претендует на это звание. Но вас будет не удержать. Дерзкая муха точно укусит, но укусит точечно, вовремя и очень эффектно. Вот я вам так скажу. Вам после этого ничего не надо делать. Дальше сарафанное радио разнесет всю эту информацию, и вас даже заочно очень много людей начнет уважать. Заочно, да, не зная вас, не видя вас, но вас будут уважать, да, вот как вы смогли всех как построить, поравнять и границы свои очертить. Очень сильный знак, прямо на линии судьбы. Конечно, это повлияет на вашу жизнь, и я так понимаю, повлияет в лучшую сторону. Так, чуть выше. Куриная лапка. Но на этой лапке прям 4 пальчика. Да, обычно 3, а тут 4 пальчика. Куриная лапка. Это магия. Это все, что связано с магией, обрядами, ритуалами, шепотками, всякими молитвами, оберегами, талисманами. 4 пальчика. Интересно, конечно. Либо, смотрите, вы для себя что-то будете делать, либо кто-то делает для вас. Для вас. И вот этот 4 пальчик — это как какой-то дополнительный эффект, которого никто не ждет, но который превзойдет основные эффекты. Потому что это 4 пальчик, он самый длинный. Вот эти 3 коротенькие, а 4 он прям самый длинный, он как будто бы отдельно находится. То есть, возможно, будете призывать, там, не знаю, здоровье крепкое, а придет еще и, там, не знаю, любовь верная. Либо там деньги будете призывать, придет не только денежная сумма, либо там удача на работе, в делах, но еще и любовь придет, либо там счастье придет. Будете негатив снимать, а вместе с негативом, со снятым негативом, негатив вы снимаете, сбрасываете, а к вам еще и какое-то дьявольское везение приходит. Почему бы и нет? Ну, что-то, что действительно не поддается никакой логике, никаким объяснениям. Невозможно просто никакое объяснение дать. И что? И как рыбки ртами, да? А что это было? А как это? Почему так? И никто не сможет понять до конца, почему так. Ну, только лишь высшие силы будут знать, почему так. Но они не скажут. Они просто хитро будут улыбаться и подмигивать. Возможно, вы заслужили, возможно, вы заработали. Знаете, не на каждого магия ложится, и не у каждого она работает. И, ну, есть, конечно, способ определить, но я так скажу, у кого-то работает, у кого-то не работает. У кого-то вообще шиворот на выворот работает. В вашем случае здесь какое-то прям магическое усиление показано. Так что пользуйтесь, мои дорогие, пользуйтесь. Понятно, что не надо идти на кладбище, приносить жертвы и какую-то чернуху творить. Ну, сами понимаете, да, это плохо, это грех. Вот. А какие-то там ритуальчики, обрядики, там, закрыть долги, встретить свою любовь, своего суженого, либо там получить действительно
что-то хорошее в жизни, чтобы мечта исполнилась, чтобы защита была. Вот такие, да, их можно делать, и ничего плохого в этом нет. А в вашем случае тут еще и приятный бонус показан в виде этого дополнительного 4-го пальца, очень огромного, мощного. Так, еще в самом венце. Показываю человека, который на волке едет. Причем странно как-то едет, стоит прямо, ну либо сидит прямо, а волк задом наперед. Возможно, этот человек в свое время вел себя как этот волк, да? Серый, хищный, голодный, кусал. Может быть, человек в свое время выбрал одиночество. Может, человек, ну, не знаю, там, что у него в голове было, да, у этого человека, ну, поступил как волк. Сейчас этот человек возвращается, и волк идет задом наперед. То есть раньше этот человек был к вам как волк, а теперь человек превратился в человека, да, в нормальные, теплые человеческие отношения. Может, человек где-то был, да, вот отсутствовал, какая-то вот там, ну, допустим, ситуация, что система этого человека перевоспитала. Либо человек попал в такие условия, где такая переоценка жизни мощная произошла, что человек, как, знаете, несколько раз переродился. Прошел сразу там 100 тысяч трансформаций в один момент, да, в одно мгновение. Может быть, человек в свое время вообще вас не ценил, не рассматривал, а теперь спохватился и понимает, что вы самое ценное, что есть в его жизни, либо в ее жизни. Смотрите, это может быть и бывшая, и какие-то знакомые, приятели, и даже родственники. Главный посыл в том, что раньше человек к вам был злым и холодным, кусал вас, делал вам больно. А теперь человек человеком стал. Вот в этом главный посыл. Может, в вашей памяти до сих пор остался человек как волк, а теперь, когда вы увидите его настоящим человеком, у вас дыхание перехватит. Скажете, ну надо же, неужели люди так меняются? Неужели такое может произойти? Что случилось? Что инопланетяне украли опыты, делали? Что? Память стерли, потом неправильно восстановили. То есть домыслы, конечно, будут у вас, и они будут достаточно интересные. Но даже я не могу вам сказать, потому что человек едет с левой стороны, что настолько сильно повлияло и что привело к таким разительным переменам, диаметральным переменам. Вы еще будете привыкать к этому человеку. Не сразу ему поверите, ну, либо не сразу ей поверите. Будете еще ходить, присматриваться, мало ли там обманет, да, прикидывается, масочку надел. Но я не вижу маски. Я вижу искреннее желание все исправить и жить новой жизнью. Вот это я вижу. Так, мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.